мира, здоровья, добра и благополучия, говорится в поздравлении президента. Рождество сегодня празднует не только русскоязычная часть населения республики. Чуваши второй по значимости праздник православных христиан тоже не оставляет без внимания. Но называют его иначе – Раштав. С обычаями тюркского народа из Алькеевского района Татарстана познакомился Булат Низамиев. Вера Степановна из деревни Сихтермех-Узангаева к Рождеству подготовилась основательно. Весь день простояла около печки, достала из сундука праздничный сарафан. Несмотря на свой возраст, бабушке больше 80, каждый год постится перед Рождеством. Сейчас, говорит, многое изменилось. Даже воздержание от пищи проходит не как раньше. Капуста, растительное масло. Сейчас пост, не пост это. Почему? Ну, все это, растительное масло едим, капусту эти едим. Что это, разве пост? Тетя Верук, так Веру Степановну называют в деревне, одна из тех, кто свято чтит традиции предков. Даже на иконы она молится на своем родном, чувашском языке. Что до молодежи, то интерес к обычаям в основном проявляют девушки. Причина лежит на поверхности. Гадания на жениха актуальны и в 21 веке. Гадала, вот и в этом году собираюсь. А в прошлом году гадала, не сбылось? Сбылось. Сбылось? Да. А на кого гадала? На служивого? Да. Откуда придет, с какой стороны. И каждый раз удачно, да? Да, и каждый раз удачно, каждый раз с новой стороны. С помощью петуха девушки определяют состоятельность будущего жениха, по собачьему лаю характер. Ну а самой популярной забавой считается ритуал с бараном. Поочередно девушки заходят в темный сарай и хватают животное за ногу. Если черный, жди брюнета. Отсюда и название рождественских праздников – сурхури, дословно баранья нога. Сейчас вот в деревнях уже начинает вот интерес, молодежь на 6-й, на 7-й, вот они наряжаются, идут по деревне, колядки собирают. Вот идут с кутей, рис с изюмом, и вот идут колядки по домам и колядуют. Если для молодых развлечения, то для старшего поколения на Рождество главное церковная служба. Но здесь возникает чисто житейская проблема. В деревне Сихтермех-Узангаева своей церкви никогда не было. Но за последние 3 года здесь возвели поистине величайшее здание. Службы там пока не проходят, внутри ведутся отделочные работы. Поэтому на следующее Рождество местные жители планируют провести праздничную службу уже в новом храме. Единственный выход для хузангаевцев – поехать в райцентр. В местной церкви службу ведет протоиерей Андрей Зиньков. Молодежные развлечения с гаданиями он не одобряет. Мол, негоже верующему христианину заглядывать в будущее. Да и в Рождество главным оставалось одно – молиться и каяться в грехах. Булат Низамиев, Рамзиль Гарипов, ТНВ, Алькеевский район.